В республиканской больнице номер 2 состоялось официальное открытие еще одного подразделения – травматологического центра первого уровня. Его создание началось в 2014 году, когда между Министерством здравоохранения России и правительством республики было подписано соглашение о том, что Якутия становится участником федеральной программы по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий. Цель программы – свести к минимуму летальность не только при ДТП, но и всех тяжелых травмах. Его особенность является в том, что в отличие от прежнего, как у нас было установлено, больной самой тяжелой категории, который с тяжелой травмой, не только сочетанной или полученной при автотравме, а любой тяжелой травмой, поступает, минуя приемный покой, сразу в противошоковую операционную. Время, которое занимает для того, чтобы попасть больному в противошоковую операционную, данное время у нас будет занимать 30 секунд. Травмацентр должен объединить усилия республиканской больницы номер 2, где будут обслуживать травмированных взрослых, и педиатрического центра республиканской больницы номер 1, где лечат детей. По словам Анатолия Горохова, в Якутске районах создана сеть травмацентров 3 уровней. Это межрайонный травматологический центр в Мае, Мирном, Нерингере, Алдане и Нюрбе. Третий максимально приближен к оживленным автотрассам Лена-Вилюй-Колыма. Функции этих травмацентров взяли на себя ближайшие районные и городские больницы. С мелкими травмами. С врачами из районных центров пообщались через видеотрансляцию профессора из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска. Сотрудники травматологических отделений районных больниц рассказали о поступивших за последние дни пациентах, об их травмах и об оказанной им помощи. Профессора интересовались детально диагнозом пациентов, последовательностью работ врачей и давали комментарии. В целом, стоит отметить, что специалисты были довольны результатом общения. По словам Анатолия Горохова, такие видеочаты с районными больницами станут постоянной практикой. Ознакомление с региональным травмацентром началось с отдельного входа в приемно-покое республиканской больницы номер 2. Именно сюда, в малую противошоковую операционную, бригады скорой помощи будут доставлять пациентов с тяжелейшими травмами. Здесь есть все необходимое оборудование – УЗИ, рентген и другое. И если раньше для установления диагноза пациента пришлось бы вести по другим кабинетам, то теперь точный диагноз врачи могут поставить прямо в первые минуты на месте. В палате пробуждения в реанимационном отделении находится специальный передвижной робот, который был приобретен в 2013 году. Благодаря этому чудо-аппарату врачи могут при помощи компьютера, подключенного к рабочей станции, дистанционно проверять состояние пациента, работу медсестер. И при желании прямо из дома. Такие рабочие станции имеются у заместителя главного врача, у заведующего хирургическим отделением и заведующего реанимационным отделением. Можно сказать, что республиканская больница, которая давно выполняет роль травмацентра, сделала большой шаг вперед. Особенно радует тот факт, что отныне больные с сочетанными травмами по своим показаниям не будут поступать в разные отделения и порой ждать неделями, прежде чем попасть к травматологам. Для них создано отдельное отделение. В целом, появление в республике своего полноценного травмацентра действительно может вывести в службу на совершенно новый виток развития. Надежда Ефимова, ЕСИА.